Нормально адекватные русские это понимают, потому что если Казахстан, должны разговаривать, ну, не по возможности на казахском, правильно? Названия улиц, названия городов, названия областей, там, как его, названия магазинов, там, школ, там, то все вот это вот. Все должно быть на казахском. Это Казахстан, это не Россия, это Казахстан. И я поддерживаю эту политику, хотя сама русская. Вот. Мне плевать вот это вот, правда, что там кто-то возникает, вот, то все, блин, русских притеснять. Никто никого в Казахстане у нас не притесняет. По закону, по человеческому закону у нас должны знать казахский язык. По человеческому закону, по закону нации. Вот. Если бы у меня бы мозгов хватало бы, я бы очень постаралась бы выучить казахский язык. Но я своим казахам говорю: простите, братья и сестры, тупая, реально тупая, особенно после... Я там смысл понимала разговора, но разговаривать не могу, у меня с детства проблемы со здоровьем. Я училась ходила в речевой садик, у меня были проблемы со здоровьем еще с малолетства, вот. А после короны вообще дурой стала, вот. Вот. Но я как-то даже традиции стараюсь соблюдать. Почему-то у меня на Наурыз, вот в который был вот в прошлом году на Наурыз, мне так захотелось баурсаков и бешпармак. Я даже дома испекла баурсаки и бешпармак. Вот именно на Наурыз. Вот. У меня, я говорю, я арыска с казахской душой. Я уже не русская. Я уже не смотрю на мир как русская. Вот. Потому что меня казахи учили, меня казахи спасали жизнь моему ребенку, казахи спасали жизнь мне. Я когда в ковидном госпитале лежала, одни казахи за мной ухаживали. И я им буду всю жизнь благодарна. Казахи дают мне работу, казахи дают мир в моей стране, вот это вот. И мы живем. Почему я не должна уважать традиции и законы своей страны? И надо будет за свою страну, я встану и пойду. Вот. Я не поеду ни в Россию, я не поеду куда-то там это. Надеюсь, в нашей стране будет всегда мир и благодать. Вот. А кто не хочет жить по закону Казахстана, пускай вокзал, чемодан вокзала России или куда они там хотят. Ну вот. Правильно, вы правы.